В Илишевском историко-краеведческом музее начала свою работу уникальная выставка «Колесо дружбы». Это собрание лучших работ участников международных этно-арт-проектов по современному искусству Елабужского государственного музея-заповедника. Выставка экспонировалась на площадках Португалии, Словакии, Болгарии, Германии и вот теперь доехала до нас, до илишевских ценителей современного искусства. Все это стало возможным благодаря активной инициативе научного сотрудника музея Гульназ Гареевой. На церемонии открытия экспозиции первых зрителей поприветствовала Зиля Нигамаева, заведующая музеем современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника. Так сложилось практически с самого начала, что все наши проекты имеют этническую направленность. И это для нас очень важно, потому что в наше время, когда очень много так называемых горячих точек вообще в мире, мы надеемся, что это искусство, оно действительно без границ, искусство объединяет. И каждый раз, когда художники к нам приезжают, они приезжают к нам на 10 дней, им конкретно дается тема. Например, в этом году это был свадебный переполох. В прошлом году это были игры и забавы. До этого это были обряды и обычаи. До этого это была сакральность народных песен, Великий шелковый путь. И вот каждый художник, приезжая к нам, он выполняет миссию определенную. То есть он доносит до нас информацию о своих народных играх, забавах, песнях, обрядах, обычаях. А наша задача уже это нести в массы, в народ. И вот я с этой миссией к вам приехала. Месяц дважды, получается, открываем выставки. И всегда авторам персональных выставок одеваем на голову вот такие тюбетейки. И когда мы выезжаем, мы тоже это делаем. Прямо в ней можно так. Вот «Жару с пылу» книга о Елабуге. Я надеюсь, что у вас найдется время для того, чтобы познакомиться с содержанием этой книги. Действительно, Елабуга – это край легенд и преданий. Я с удовольствием вам передаю это. Продолжая тему дружбы народов, глава администрации района Ильдар Мустафин рассказал о полувековой дружбе Илишевского и Баймакского районов. Выразил искреннюю благодарность за то, что такое значимое культурное событие проходит именно в нашем краеведческом музее. Действительно, проезд такой делегации в таком составе, такой картинной галереи для нас впервые. Огромное спасибо, то, что вы совместно смогли с отделом культуры Гульназ Маратовной совместно вот эту работу сделать. Огромное спасибо, большой плюс. Более того, вы сказали, что в течение месяца вы еще будете здесь у нас. Я сама нет, но тем не работа менее, остается. Работа остается, и работа все жители района, они могут пройти, посмотреть, удивиться. Для нас грандиозно то, что вы какую большую работу делаете. И раз колесо дружбы, раз музей-заповедник, мы у себя посоветовались, прямо со стены сняли одну картину. Мы давно дружим с Баймакским районом. Вот оно висело у нас на самом знатном месте. Мы хотели бы вашу картинную галерею, раз колесо дружбы. Есть такой район, Илишевский район. Есть еще на другом конце, за 800 километров, другой район Башкирии, на границе за Уралом, на границе с Оренбургом и Казахстаном, Баймакский район. Более 50 лет мы дружим. Это Ирандык, гора Ирандык. Это предоставлена картина, мы обменялись картинами, наша картина ушла в Баймакский район, а с Баймакского района картина пришла к нам. Мы бы хотели, чтобы она у вас в картинной галерее постоянно находилась, чтобы другие жители, куда бы вы ни выставлялись, ставили в знак нашей дружбы между двумя районами, наш знак 50-летней дружбы, вот эту картину. И объясняли, вот Балдагиришта, вот там, оказывается, они дружат. И вот колесо дружбы галереи вот подарили вот такую картину, символично. Мы бы хотели плюсом вашу галерею, вот свою картину тоже, чтобы предоставить. Здесь этника витает в воздухе. Колесо дружбы знакомит зрителей со 105 произведениями этнической направленности, которые были созданы 83 художниками из 20 стран мира и 16 регионов России и представляющими более 40 национальностей. Елабужский государственный музей-заповедник с 2006 года проводит симпозиумы по современному искусству. И за 14 лет в фондах накопилось более 1500 работ. И мы сегодня привезли часть
коллекция работ современных художников. И здесь можно познакомиться и с традициями, обычаями, забавами, играми, песнями разных-разных народов, потому что ценность этой выставки в первую очередь в подлинности работ, затем ценность в многообразии сюжетов и вот в именах. Дело в том, что в наших симпозиумах принимают участие только профессионалы высокого уровня, и придя на эту выставку, вы сможете увидеть работы и венгерского художника, и турецких художников, и якутского художника, и с Афганистана художника, и с разных регионов Российской Федерации, самых отдаленных, с Якутска, с Оренбурга, с Кемерово, ну и, конечно, татарстанские художники из Башкортостана. Колесо дружбы в Илишевском историко-краеведческом музее будет работать до 31 октября. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».